Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чему пришло время? Что именно сейчас начнет происходить с вами в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, на самое ближайшее будущее. Так и спросите, чему же пришло время? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, к чему пришло время? Из чего-то выйти вам пришло время, выпутаться, выйти, освободиться. Вы все разные, отсыпка общая. Но время свободы приходит, освобождения даже. Не свободы, а освобождения. Каждый из вас живет в своих проблемах, в своих бедах, в своих неприятностях. Вот время пришло вам из этого выйти, да, перешагнуть и пойти дальше. Мало того, что время пришло, тут еще и помощник у вас сейчас нарисуется, буквально не сегодня, а завтра. Человек, который конкретно вам чем-то будет помогать, либо морально вас поддерживать. Вы не одна, вы не один, вы с кем-то вместе. Тут человек то ли вам что-то нашептывает, то ли и нашептывает, и под руку ведет, да, помогает выбраться из сложившейся ситуации. Слушайте, вы так будете рады этому человеку, вы прям почувствуете, что все меняется, все улучшается, вы на правильном пути, вы освобождаетесь, прям облегчение у вас такое идет, да, ощущение легкости появится. Ну и человеку этому будете и рады, и благодарны. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Человек идет либо послан небесами именно для того, чтобы вам помочь. Вы сильны, да, это факт, это бесспорно, но вам нужна эта поддержка. Кому-то моральная, кому-то физическая, кому-то и моральная, и физическая. И она будет вам оказана. Вы выпутываетесь, освобождаетесь от пут, от проблем, от всяких там неприятных моментов. Прям легче и легче. С каждым днем, с каждым часом все легче и легче вам становится. Хороший момент. Так, с левой стороны пришло время с кем-то познакомиться, либо встретиться. И так можно прочитать. У одних идет знакомство, у других идет встреча уже с знакомым человеком. Вы сейчас находитесь в положении спина к спине, но должны друг к другу повернуться лицами и друг друга действительно рассмотреть. У одних отыграется к страстному роману, безумно страстному роману, а у других дружба, которая приведет к любви. Здесь и так читается, смотря с какой стороны посмотреть. Для женщин это безумный роман, страстный роман, который приводит к прекрасным отношениям. А для мужчин это идет дружба, которая со временем приводит именно вот к семье. Семью вижу. То есть мужчины дружат, а женщины в страсти горят. Давайте так. Если вы женщина, то страсть, если вы мужчина, то дружба у вас получается. Но к вам идет достойный человек. Вы друг друга как стоите, ну в хорошем смысле слова, да, друг друга заслужили, друг другу радость подарите, чувства, теплоту, заботу, ласку, незабываемые впечатления и эмоции. Девушки, женщины, но здесь страсть накроет так, что здравый смысл, разум, да, где-то потеряется, по дороге потеряется. Страсти были в вашей жизни, но вот таких кипучих точно не было. Знаете, как огонь, да, лава в венах переливается. Что-то прям совсем безумное. И даже если вы пуритански воспитанная дама, вы все равно не сможете устоять перед такими безумными страстями. Да.
Ну, а для мужчин все гораздо теплее, проще. Да? Здесь дружба, ну, и дальше перетекает в любовь. Прям какой-то новый опыт получаете. Может быть, вы раньше особо как-то с женщинами не дружили. А тут, видите, как и захочется, и получится. В любом случае, это событие, оно меняет вашу жизнь. Не только жизнь, но и судьбу меняет с левой стороны. Прям совсем не ждете. Не ждете, но получаете. Так, и еще. У вас какая-то странная ситуация, вот прям одним днем происходит. Где-то вам говорят прям нет, не повезло, а в другом месте тут же говорят да, все прекрасно, повезло. Не успели вы расстроиться, сразу же обрадуетесь. Странный день. А я вам так скажу, в этот день с вами госпожа Фортуна ходит. Туда, куда вам не надо, она вас не пускает, там вам будет отказ. А туда, куда надо, где вам хорошо будет, то, что вам по судьбе идет, во благо, да, не просто по судьбе, во благо, там вам точно да скажут. То есть как-то одним днем и да, и нет получаете. Вот. То вы расстроились, что ой, как плохо, и тут же ой, как хорошо. Такой непростой день. Вы немножко так будете ходить с вопросом на лице, да, что происходит. А тут госпожа Фортуна за вас взялась. И действительно, под ее чутким руководством вы получаете везение именно в том, что для вас хорошо и полезно. А там, где вам пусто, либо никчемное что-то, да, там вам говорят нет. Так, идем дальше. Работать и зарабатывать. Работать и зарабатывать. Именно в такой последовательности. Вы, опять же, все разные. Кто-то уже работает, я так понимаю, подработка придет. Либо вам будут предлагать какие-то там дополнительные обязанности с дополнительной оплатой. А кто-то не работает, только лишь в поисках работы. А кто-то даже и не думает о том, что да, мне нужно работать. Может быть, вы на заслуженном отдыхе. Но вижу, что идет работа. И посредством этой работы хорошая возможность очень даже неплохо заработать. Кто-то прям схватится за эту возможность, а кто-то долго будет присматриваться, рассматривать, там, решать, стоит, не стоит, надо, не надо, браться, не браться. Да, в таком ключе. И еще у кого-то отыграется, что это предсказание не только для вас, но и для вашего близкого. Вы, например, прям ухватитесь за это предложение, да, с радостью. А ваш близкий человек начнет там присматриваться, выбирать, перебирать, чем вас немножечко разозлит. Ну, все люди разные, у каждого свой подход. Но вот вижу, время пришло именно и работать, и зарабатывать. И работать, и зарабатывать. С правой стороны набивать себе карманчик. Причем карманчик такой хороший, уверенный, набитый, тугой. Так, еще кому-то время пришло куда-то ехать. Ехать, уезжать, может быть отдых, может быть посещение каких-то мест, родственников, командировка может быть, да, какой-то обязательный визит. Время ехать. Дальше идем. Пришло время дать отпор. Кому-то дать отпор. Жесткий и решительный отпор. Опять же, вы разные, отсыпка общая. У одних отыграется, что человек давно испытывал вас на прочность, да, давно щекотал вам нервы, действовал на нервы, да, вел себя, может быть, как-то прям совсем безобразно, а вы все терпели, молчали. А у других отыграется на вас. Кто-то прям уселся очень удобненько и на вас катался. А вы вроде как и понимали, что что-то не так, да, что-то неправильно, не должно быть так, но терпели, до последнего терпели, пока, как говорится, ноги носили, пока возили. А теперь понимаете, что прям совсем тяжело. Время пришло дать отпор. Причем человек сам спровоцирует ситуацию, когда вы будете давать отпор. То есть вы, в принципе, очень мирный и добрый человек. Вы и мухи не обидите. Но если вы столкнетесь с откровенной провокацией, тогда, конечно, да, отпор дадите. На самом деле, как-то жестко у вас все это получится. И даже найдутся те, кто вам об этом скажет, что ты там перегнула палку, можно было помягче. А вы не слушайте этих людей, у них тоже, видно, рыльца в пушку, поэтому и защищают абьюзеров. Вы их не слушайте. Вы все сделаете правильно, отпор дадите мощный, резкий и достаточно в меру жесткий. Тем самым вы
и человека на место поставите, и подобных ему, желающих там вам навредить, либо покататься на вашей спине, тоже на место поставите и отпугнете. Да, время пришло за себя бороться, время пришло отстаивать свои границы, свои права, за себя быть, да, за себя, а не удобной всем. И опять же, не быть девочкой либо мальчиком для битья. Но вы молодец, вы за себя четко постоите. И того человека на место ставите, и других отпугиваете. Да? Вот показываете, что ко мне не лезь, со мной не связывайся, себе дороже будет. Даже в семье может быть такая ситуация. И на работе, и в семье, и в коллективе, и по соседству. Но вы все делаете правильно, вас провоцируют. И здесь именно не ваша агрессия, а именно идет провокация вас и ваш достойный ответ. Здесь в центре очень странная ситуация, как будто бы вас всегда, как обделяли вниманием, обделяли, может быть, какими-то, не знаю, там, деньгами, подарками, возможностями обделял какой-то один конкретный человек. Ну, допустим, там на работе, да, вот как пример, банальный пример, на работе одним сотрудникам премии дают, отпуск в любое время подписывают, там все блага для этих сотрудников, а других, наоборот, гнобят, там, ругают, еще больше работы накидывают, там, никогда не премируют, никогда не отмечают заслуги. Вот и вы как будто бы в такой ситуации попались, как будто бы на ваших глазах другим людям все дают, улыбаются, знаете, вот прям душа нараспашку. А когда к вам поворачивается человек, у него там гримаса такая агрессивная на лице. Вот вы дождетесь своего момента, и вам дадут, и вас поблагодарят, и вам ручку пожмут, и обнимут, и, возможно, поцелуют, скажут спасибо, денежку дадут, подарочек вручат. Вот как пришло ваше время. И еще такими картинками могут отыгрываться всякие социальные блага. Ну, допустим, есть люди, которые получают помощь от правительства, помощь там от кого-то, может быть, от каких-то волонтеров, филантропов, неважно, да, от кого-то получают. И вы на это все смотрите, понимаете, что вам тоже нужна помощь, но вам никто и не предлагает, и не дает. Да? Время пришло, и вам дадут. Причем вам дадут как-то больше, чем другим. Либо если будут хвалить, то расхвалят гораздо больше, чем другого хвалили. Если будут помогать, например, материально, в большем объеме, в большем количестве, еще и завидовать вам тут люди будут. Но вы на них внимания не обращайте и просто не берите близко к сердцу. Просто ваше время пришло тоже получить какие-то блага, получить радость, получить похвалу, получить благодарность. Понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но вижу, что дают и дают очень щедро. Очень щедро. Здесь показывают, что пришло время вам расширить круг общения. То ли у вас очень ограниченное количество друзей, может быть, да, людей, с кем вы общаетесь, дружбу поддерживаете, родственные связи, то ли вы совсем как отшельник живете, в полной аскезе. Смотрите, новые лица появляются в вашем окружении. Лица добрые, приятные, с такими добрыми и положительными глазами. Хорошие люди появятся. Ну, понятно, что это не значит, что они все там на вас накинутся, будут там вас любить, обожать, к вашим услугам. Нет, это хорошие знакомые, это хорошие приятели, люди, с которыми можно там пообщаться на любую тему, люди, которые могут и помочь, и подсказать, и просто поддержать. У вас появляются такие лица, и это не одно, не два лица. Здесь прям целая группа людей появилась. Но это хорошо, это приятно. Больше общения, больше новостей, больше знаний, больше вот этих каналов связи у вас появляются. Хорошие люди, светлые, вам приятно будет с ними общаться. А здесь пришло время, как говорится, взять быка за рога. Возможно, какая-то сложная ситуация в вашей жизни была, и вы долго избегали браться за эту ситуацию, там, не веря в себя, в свои силы, либо вам, в принципе, казалось, что это очень сложно. По возможности, как отдаляли этот день, когда нужно будет разбираться, либо решать эту проблему. Смотрите, момент острой необходимости, когда вы отодвигаете все свои дела и беретесь за это сложное дело.
Вы готовитесь, вы настраиваетесь, вы себя морально подготавливаете, что да, нужно там будет приложить силы, нужно там стоять до конца, нужно там выкрутить эту ситуацию на себя. И вот только лишь вы беретесь за эти рога и понимаете, что, блин, а все уже сделано, все уже решено. Вы так долго боялись какой-то ерунды, так долго откладывали ерунду. Знаете, как говорят, глаза боятся, руки делают. Вот у вас глаза очень долго боялись. А как руки дошли до дела, окажется, что это все, ну, такое, ни о чем, пустое. Очень быстро справитесь, очень легко и быстро справитесь. Сами так себе будете удивляться и думать: господи, ну почему я так долго ждала, почему я так долго ждал? Сложную для вас ситуацию как-то очень быстро решить. И все, и будет точка. Закончится эта эпопея, и вы свободненько так себя почувствуете, да, полной грудью задышите. Да, зря боялись. Бояться-то нечего было, абсолютно нечего. И еще пришло время узнать всю правду. Всю правду о ком-то конкретном, либо о какой-то ситуации, в которой замешаны знакомые вам лица. Эта правда как будто бы сама к вам идет, сама на вас выходит. Ну, тут не все так плохо, не все так страшно. В принципе, вы о многом догадывались, либо многое подозревали. Вы просто получите подтверждение, да, как факты получите. Но правда, вот она у вас на ладони лежит. Вы очень, кстати, мудро поступите с этой правдой. Очень мудро. Мудрое решение примите. Здесь вы молодец. Молодец, молодчиночка. В самом венце у вас сердце, птичка и большая роза. Предложение. Это предложение. У одних отыграется предложение любви, признание в любви, предложение руки и сердца, предложение от любящего человека. А у других отыграется, что это предложение, которому возрадуется ваше сердечко. Прям счастье вам подарит это предложение. Отсыпка общая, вы все разные. Но это предложение, оно настолько прекрасно, настолько чудесно. Вот прям сердце у вас петь будет, петь, из груди вырываться, летать захочется, да, вот парить над землей. Шикарный момент. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.